Уважаемые сограждане, помните Молдову 2000 года, разбитую, униженную, потерявшую себя и надежду на будущее? Вы месяцами не получали даже те позорные пенсии и зарплат. У вас не было ни топлива, ни постоянного места жительства, ни электричества. По улицам совершенно свободно разгуливали бандиты. Ракетиры облагали всех данью. Преступные элементы свободно заходили в кабинеты и президента, и премьера, и министров, и диктовали им свои условия, что нужно делать. Мы, коммунисты, глубоко убеждены в том, что наша страна, наш народ могут и должны жить лучше. Мы предложили для этого свою настойчивую, последовательную, будничную, ежедневную работу. Поэтому мы выиграли конституционное парламентское большинство на парламентские выборы в 2001 году. Не сразу, но мы нашли возможности содержать больницы, амбулатории, сельские школы, дома культуры. Мы с вами вместе всем миром восстанавливали монастыри, культурные объекты страны. В первую очередь мы ликвидировали организованную преступность, чтобы вы могли жить без страха. Ваши пенсии были мизерными, выплачивались длительными задержками, да и те, то калошами, то капустой, то спичками, то порошками. Мы преодолели эту проблему. Более того, мы стали каждый год индексировать пенсии не меньше, чем на 15-20%. Более 300 тысяч малообеспеченных семей получили компенсации для покрытия расходов на электричество, на газ, на дрова, на уголь. Вспомните, в 2001 году ваших зарплат не хватало даже для выживания. Мы подняли зарплаты, в среднем в 5 раз. А медицинских работников и педагогов от 8 до 9 раз. Думаю, что вы не забыли, как вы ездили за любой справкой, за десятки километров в Жудеце, тогда как в эти райцентры еще не существовали. Мы преодолели эту проблему. Мы вернулись к системе территориальной, к районам. Мы газифицировали, телефонизировали, компьютеризировали всю нашу страну. Мы помогали юношам и девушкам получать профессии, а поэтому увеличили количество бюджетных мест в учебных заведениях. К 2008 году таких мест в вузах было более 11 тысяч. С 2001 по 2009 год Молдова жила созиданием. Невероятными усилиями, упорством, последовательно мы доказали, что Молдова может быть и есть независимой и суверенной страной, и что экономика нашей страны способна на развитие, самостоятельно, на основе собственных ресурсов, не применяя и не привлекая западные кредиты. Мы прошли через многое и доказали главное – Молдова имеет перспективу развиваться и должна состояться как и суверенное независимое государство. Уважаемые сограждане, на 30 ноября назначены выборы в новый парламент. Представители многих партий сегодня приходят к вам, в ваши дома, на встречи, просят ваши голоса. Будьте очень внимательны, посмотрите, что делали все эти годы такие политики, как Лупу, как Гимпу, как Филат. Насколько они за эти последние 4 года повысили пенсии, насколько они повысили вам зарплату, сколько новых рабочих мест они открыли. И если мы с вами 30 ноября не остановим этот беспредел коалиции, которая фактически провалила все, что намечала, все, что вам обещала 4 года назад, то опять мы вернемся в 2000-е годы. Отчаяние, деморализация, страх войдут в ваши села. И будет опять возникать в стране та обреченность, та усталость, которую вы уже знаете. И люди наши, которые работают, порядка 1 миллиона человек, не вернутся в Молдову обратно, оставят по-прежнему семьи, детей своих и будут там работать. Я прошу вас, не разбрасывайтесь голосами, как попало. Посмотрите, кто эти добродетели, что они для вас сделали эти 5 лет. Верите ли вы в их честность, в их профессионализм? Внимательно посмотрите, и вы поймете, что это все, что они вам сегодня говорят, это опять тот же обман 4-летней давности, что они опять ведут страну мафиотизированной, коррумпированной клана. Ваши голоса принадлежат только вам. Внимательно смотритесь, и вы поймете, что все эти партии просто политические продукты местной мафии и их интересов. Только не подумайте, что я вас пугаю, что я вам говорю то, что Молдова может и пережить
и опять вновь то, что было в 2000 году. Если в 2009 году я говорил о том, что политики, которые объединяются ради каких-то своих интересов, их совершенно не интересует мнение народа, их совершенно не интересует, как вы живете. Только один раз в 4 года они опять возвращаются к вам. Альтернатива может быть только одна – создать нормальное руководство в стране, избрать тех людей, которые имеют опыт, которые имеют практику, которые знают, что надо делать каждый день и каждый час по всей стране. Чем занималась коалиция 5 лет? Воровала, издевалась над всем народом, но особенно над пенсионерами, над детьми. Насиловала Конституцию и законы, продавала лучшие в мире молдавские черноземы, предала нашу молдавскую идентичность, предала нашу историю. Лидеры коалиции покупали и продавали все, что только возможно, включая людей. Они купили депутатов-предателей, чтобы их голосами короновать президентом абсолютно бестолкового человека, тем самым сохраняя себя любимых во власти. Не обсудив ни с кем, ни с парламентом, ни с народом, они капитулировали перед Европейским Союзом, подписав соглашение о коалиционном сотрудничестве. Они отказались от стратегических отношений с Российской Федерацией, от работы в структурах СНГ. Как можно отказаться от дружеских отношений с Россией, которые нам завещал еще Штефан Челмари? Как можно отказаться от российского рынка, от энергетических ресурсов, от нашего стратегического партнера? Мы всегда утверждали, Молдова должна быть там, где есть ее интересы. Мы должны пересмотреть соглашение с Европейским Союзом, которое уничтожает молдавскую экономику, превращает нас и с вами в рабов. Мы должны работать со странами Таможенного союза, где наши рынки, энергетические ресурсы, где работают наши сограждане. Современную Молдову надо строить с умом, не надо метаться из стороны в сторону. Я верил и верю в Молдову. И я твердо убежден, у Молдовы есть будущее. И я, и мои коллеги, мы не идем на выборы ради самой власти. Я, как никто другой, наверное, знаю, что такое власть. Если отдаваться делу до конца, добиваться реализации властных полномочий, ответственно и достойно. Вновь, как и в 2000 году, мы начнем беспощадно уничтожать бандитизм, мафию, коррупцию и, прежде всего, в структурах власти, в органах юстиции. Нам предстоит поднять пенсии, зарплаты, стипендии, чтобы они позволяли вам достойно жить. Надо вернуть социальные гарантии, пособия, которые отменила нынешняя власть. Государство должно взять под строгий контроль формирование цен на продукты, на лекарства, на коммунальные расходы. Власть из грабителя и могильщика народа должна превратиться в защитника своих граждан, обеспечив всем вам уверенность, спокойствие и надежду на лучшее будущее. Станет это возможно или нет, как никогда это зависит от каждого из вас. Каждому человеку, всей стране надо осознать, что выборы 30 ноября не будут означать только победу той или иной партии, а победу или поражение молдавской государственности и молдавского народа. По большому счету, вопрос стоит так: быть или не быть в нашей стране. А потому всем нам необходимо осознать значимость каждого вашего голоса. У нас больше нет шансов на эксперименты. Слишком дорого стоили нашей стране эти 5 лет социального геноцида и экономической деградации. Вы все уже заметили, что у коррумпированной группировки, которая все эти годы пребывала во власти, нет морали, нет принципов, нет ценностей. Все это им заменили инстинкты и собственные интересы. Они и сегодня еще верят, что смогут 30 ноября купить ваш голос и продолжать дальше грабить страну и вас. Они угрожают развязать гражданскую войну, чтобы только не допустить к власти коммунистов. Но хочу сказать всей этой мафии: мы прошли с честью через 7 апреля 2009 года и не допустили жертв и крови. И мы способны мирно прийти к власти и сохранить спокойствие в нашей стране. Мы всегда были с вами, дорогие наши друзья. 8 лет во власти и 5 лет в оппозиции мы делали все возможное, чтобы защитить ваши интересы. А потому я убежден, что у молдавского народа хватит мудрости, чтобы вернуть страну на путь созидания, защитить молдавскую землю и страну от потери государственности. Только мы с вами можем навести порядок в нашем общем доме Республики Молдова. Не упускайте этот шанс. Сделайте правильный выбор. 30 ноября мы с вами сможем прервать эту долгую 5-летнюю ночь над Молдовой
и включить свет созидания в нашей стране.